Дианочка. Вот это вот записи фольклорные Гагуза Гуриева, одного из лучших осетинских фольклористов. Гагуз Гуриев зафиксировал очень много текстов осетинского фольклора. Вот его рукой написанные тексты. Все они сданы в архив и являются, можно сказать, основой нашей коллекции сказок. Вот записи Гагуза Гуриева. Вот можно обратить внимание на то, как это все записывалось, да, потому что не было тех возможностей, которые сейчас сканировать, фотографировать и так далее. Посмотрите, Да. как все от И руки, очень хорошо красивым сохранилось. почерком, да. Записи немножечко выцвели. Ну, потому что карандашные и вот эти записи, они Да. умирают. Но есть надежда, что когда они будут оцифрованы, они немножечко проявятся, вот эти Да, все после записи. сканирования, Да, после оцифровки. сканирования они будут более четкими. Более 10 тысяч единиц хранения в настоящее время насчитывает научный архив Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований. Начиная с 1919 года здесь собран уникальный материал – рукописи северокавказских просветителей, тексты нартовских сказаний, материалы фольклорных и этнографических экспедиций, записи народных мелодий, личные архивы известных писателей и общественных деятелей. Среди этого бесценного собрания документов важнейшими памятниками материальной и духовной культуры осетинского народа являются тексты волшебных сказок, вобравшие в себя и сохранившие для потомков народную мудрость. Их начали собирать и печатать в 1870-е годы. Наша сказка, в частности сказка и вообще фольклор, в частности сказка, записывается уже 150 лет. Мы имеем бесценные, можно сказать, тексты, которые зафиксированы прежде всего Всеволодом Федоровичем Миллером и очень крупными учеными Русской академии наук еще до революционный период. У нас были очень известные фольклористы, которые тщательно работали, подробно работали над текстами фольклора осетинского. Настолько фронтальная работа велась по записи осетинского фольклора, что сейчас мы, можно сказать, просто купаемся в этих текстах, и у нас есть возможность исследовать, допустим, какой-либо сюжет в 50 вариантах, в 30 вариантах. То есть не каждый народ может похвастаться вот такой ситуацией. У нас очень много сказок в архиве хранится. Мы их издаем, я по мере своих возможностей тексты издаю, переводя их на русский язык. Последняя книга по осетинским сказкам, которая издана, это вот эта книга, 21 год издания, великолепное оформление. Спасибо большое издателю Жанне Козыревой, которая никогда не изменяет ее вкус в оформлении книги. Эту книгу приятно взять в руки. И кроме того, мы сохранили научность текстов, которая заключается в том, что эти 47 переводов нисколько и ни в каком моменте не искажают первоначальный оригинальный осетинский текст. Тексты снабжены паспортом, и к текстам здесь же в конце этой книги даны небольшие комментарии. С первыми произведениями фольклора, так же как и большинство детей, доктор филологических наук Диана Сокаева знакомилась благодаря маме Эльме и бабушкам, двум Раисам – Гуриевой и Цопановой, в самом раннем возрасте. О добре и зле, правде, лжи и справедливости узнавала из сказок и любила их за волшебное погружение в мир чудес. А позже пришло понимание, что сказка – это способ художественного отображения жизни, составная часть духовной культуры народа, которая имеет свою интересную историю, структуру, принципы и традиции. На протяжении многих лет Диана Сокаева собирала, систематизировала и обобщала огромный по объему и важный по своей значимости фактический материал на эту тему. Она автор более 150 научных работ и является ведущим специалистом в области осетинской фольклористики. Подбиралась я к фольклору как бы медленно. На первом курсе у нас была фольклорная практика, мы собирали русский фольклор, но я почему-то решила собирать осетинский фольклор, и хороший материал я собрала. Кроме того, значит, моя бабушка по папе, Раиса Тепсарикуевна Гуриева, она сама была очень хорошим носителем традиции, и, можно сказать, все, что она говорила, было перемешано с осетинским фольклором. Часто употребляла пословицы, благопожелания, интересные рассказывала легенды и предания, рассказывала о селе, где она выросла, это Накау. И можно сказать, вот живя вот в такой среде со своей бабушкой, я начала впитывать это все, потому что до того у меня такой возможности не было
Я училась в Иркутской области, ну, в общем, не всегда находилась в Осетии. Но вот в детстве я также находилась в селе Изильги, там жила моя другая бабушка. И хотя она была учительницей русского языка в прошлом, меня окружала вот осетинская среда такая, хорошо говорящая на осетинском языке. Меня это тоже очень привлекало. Я сама прекрасно говорила по осетинскому языке в детстве, лучше, чем сейчас. И вот на первом курсе я собрала неплохой материал. Но фольклористом не стала. Занималась почему-то лингвистикой, согласно математическому складу своего ума. Но потом как-то мне не очень понравилось заниматься в будущем только лингвистикой. И я решила переметнуться к своим подругам, которые к этому времени уже были на специализации фольклористика, и стала заниматься нартовским эпосом осетин. Успешно защитила диплом по сюжету «Путешествие Суслана в загробный мир». И уже после, когда я попала на стажировку в ЛГУ имени Жданова, мне посоветовали заниматься не эпосом нартовским, а сказкой. И я написала неплохую работу по сказке волшебной, а затем уже непосредственно в аспирантуре, куда я поступила после стажировки, я изъявила желание заниматься и осетинской, и русской сказкой в сравнительном плане. Мы выбрали сюжет 313, и чтобы было понятно, все сказки мира, они каталогизированы. Они уложены в так называемые указатели международные, но существует указатель европейской сказки, существует указатель восточной сказки. Занявшись русской осетинской сказкой, вот этим 313-м сюжетом, я поняла, что осетинская сказка и другие сюжеты тоже, они вполне, могут быть расписаны именно по западному европейскому, указателю сказок. 313-й сюжет имеет международное распространение и подробно описан в указателе, выпущенном под редакцией американского фольклориста Стита Томпсона, созданном на основе указателя финского ученого Анти Аарне. Этот сюжет сложный, двухходовой. В нем описывается сначала история обещанного сына, которого родители вымолили, но пообещали его отдать, например, на воспитание водяному в русской сказке или уаигу в осетинской. А потом идет рассказ о чудесном бегстве героя повествования от владыки водного царства. В спасении героя участвует девушка. В русском фольклоре встречаются более 80 вариантов сказок на тему «Чудесное бегство». В осетинском меньше, но все они отражают мифологические представления древнего человека об окружающем мире. Исследование сказок началось в XVIII веке. Одним из первых ученых, кто понял их ценность, был историк Василий Татищев, который увидел в них отражение истории и быта людей. О том, что сказки разных народов чем-то похожи, при всей их пестроте и разнообразии, строятся по определенному морфологическому закону, чувствовали многие исследователи, но изучать их по функциям героев, значимым для всего хода событий, начал Владимир Проб. Его открытие было использовано в описаниях структур других повествовательных форм. А вот осетинскую сказочную и несказочную прозу с сакральными персонажами впервые систематизировала, выявила и изучила сквозные мотивы осетинского фольклора и их этнографические аналоги доктор филологических наук Диана Сокаева. Вот своим личным успехом я считаю составление указателей. Это вообще очень важно. Среди фольклористов особенно ценятся те фольклористы, которые создают указатели. Указатель – это небольшая книжка такая, но она бывает необыкновенно насыщена аналитическим материалом, как бы опосредованно. Потому что для того, чтобы написать указатель той же волшебной сказки, я должна иметь представление о всей волшебной сказке. Для того, чтобы составить указатель несказочной прозы, я должна иметь представление о всей несказочной прозе. Вот по несказочной прозе составлен пока указатель только в разделе «Несказочная проза с сакральными персонажами». А у нас есть несказочная проза «Родовые предания», которые тоже нужно систематизировать. А у нас есть несказочная проза, допустим, об исторических событиях каких-то, ее тоже нужно систематизировать и классифицировать. То есть это все впереди. Из всех жанров фольклора сказка самый структурированный. Тем не менее, несмотря на то, что она успела развиться до аллегорических понятий, все же еще недостаточно изучена.
Вот как сказковед я хочу сказать, что остинская волшебная сказка вот по сравнению с нартовским эпосом, конечно же, недооценена и очень зря. То есть ни в коем случае не умаляю значение нашего великого эпоса, настоящего эпоса исторического народа, то есть нас. Я призываю всех обратить внимание еще и на остинскую волшебную сказку. Это немножечко другой пласт восприятия жизни, мировоззренческий, потому что сказка своими категориями осмысляет пространство. Несколько другими, чем нартовский эпос. То есть в сказке тоже есть своя сказочная героика, но там есть еще и много философии. Вот. Героический эпос, так много философии все-таки читателю и слушателю не дает, потому что там как бы все повествование заострено и посвящено тому, чтобы обрисовывать деяния героев. А сказка, она заставляет задуматься о категориях жизни: рождение, жизнь, смерть, хороший человек, плохой человек. Наша сказка как жанр, она претерпела определенное развитие, многоэтапное. И в сказке мы уже можем видеть в некоторых текстах индивидуальное какое-то начало. То есть у нас есть тексты, которые уже граничат с литературой. И есть переходные тексты от фольклора к литературе. Эти тексты тоже пока еще не рассмотрены исследователями, и они ждут своего исследователя, вот эти тексты. То есть в рамках фольклора произошло развитие жанра, и достаточно далеко, вплоть до литературы. Несмотря на то, что сказки могли существовать на протяжении нескольких тысяч лет, проследить их историю сложно. Целый ряд исследователей утверждает, что многие индоевропейские произведения этого жанра могут быть на самом деле относительно недавними литературными вымыслами. Однако это не касается русских и осетинских волшебных сказок, которым удалось сохраниться в их первозданном виде, не утерять древние пласты, архаичность мотивов. И вот я погружаюсь в этот сказочный мир необыкновенной красоты, и выясняется, что остинская сказка – это индоевропейский сказочный фонд и индоевропейский мифологический фонд сюжетов, мотивов, образов. Русская сказка и ее основа русская мифология – это также индоевропейский фонд. И оказывается, что все остальные индоевропейские народы утеряли архаичность этих мотивов, сюжетов по разным причинам. Свою роль сыграло христианство, которая перекодировала некоторые сюжеты, мотивы, образы. Более того, в некоторых культурах, у некоторых народов сказка вообще запрещалась. И у русских на Руси, допустим, в XVI-XVII веке сказка запрещалась как магическое действие, то есть не от Бога данное действие. Вот. У остин, скорее всего, сказка тоже претерпела некоторые трансформации в связи с непростой нашей историей осетинской, но выясняется вследствие исследований достаточно глубоких, именно русская и остинская сказка сохранили древние пласты этой индоевропейской мифологии. Поэтому мы интересны в этом плане не только для себя, мы интересны для науки, потому что мы сохранили вот эти древние архетипические конструкты мифологии индоевропейской. А потом уже эту мифологию и эти конструкты можно сравнивать с мифологиями и тюркской мифологией, и семитской, и финно-угорской, и всеми остальными. Это очень интересно. Это касается вообще таких древнейших пластов сознания, но уже народов, наций. Но может быть еще и про нации, и про народов. В фольклорной прозе осетин, и в частности в сказках, всегда отражен сакральный элемент. Это часть мифолого-религиозных представлений традиционных верований народа, основа его мировоззрения. Самым главным средоточием сакральных сил является святое место, которое может быть горой, деревом, отмеченным высшими силами, или святилищем. При этом мир святилищ не соприкасается с миром демонологических персонажей, они абсолютно разделены. А знающие люди, к которым обращаются за советом, всегда могут определить, какой сакральный персонаж покарал человека и что в этой связи нужно делать. Такая сказочная традиция – явление уникальное. Что касается сакрального элемента в фольклоре, то я имела в виду нашу мифолого-религиозную систему. Это наш пантеон, всем известный. Верховный сакральный персонаж – это Хусау, и ему подчинены, мы прекрасно знаем, определенные сакральные персонажи, покровитель мужчин, Уасила, Тутер, Фалвара. Их намного больше,
Просто у нас есть как бы первого порядка сакральные персонажи и второго, более второстепенные, как бы даже ущельские, локальные, которые, допустим, покровительствуют определенному месту, определенному селу, определенному ущелью и так далее. Допустим, даже гор сакральных у нас несколько. У дегорцев это гора, священная гора Уаза. У тагаурского общества и выходцев из этих вот Даргавского ущелья это гора Дбау. У куртатинцев это священная гора Кариу. А у южан это священная гора Бурхох. Грузинизированное ее название Бурсамзели. И наша мифолого-религиозная система, вот представление Остин, очень структурированная, следовательно, четко разделенный верхний, средний и нижний мир. И когда старший произносит молитву, он обращается к нашим сакральным вот персонажам тоже в определенной последовательности. Верхний мир сакральный не соприкасается с демонологическим миром, но он его периодически карает, этих персонажей, когда они не помогают, допустим, людям, мешают, какие-то негативные действия там производят и так далее. То есть верхний мир вправе и может, он намного сильнее откорректировать действия вот этого демонологического мира. Наряду с объяснением нравственных ценностей сказки содержат определенную картину мира. Она многогранна и разнопланова и зависит от исторически обусловленных представлений народа, его жизненного уклада, чувств и переживаний, традиций, обычаев, верований и обрядов. Действительно, отличительной чертой нашего остинского фольклора является то, что сквозь все жанры фольклора проходит обрядность в том или ином виде. То есть обрядность может непосредственно описываться в фольклоре, в жанрах фольклора, а она может как бы шапкой нависать над рассказчиком, и рассказчик имеет ее в виду. То есть ни в одном жанре фольклора, значит, Хусау это абсолютно сакральная фигура, не будет отражен в негативном плане, например. То есть вся наша вот эта сакральная мифолого-религиозная система наших верований, она во всех жанрах фольклора абсолютно положительная, абсолютно позитивно изображена. Почему? Потому что рассказчик настолько в традиции, насколько даже сказку рассказывая, он не может пойти против этой традиции. Я больше скажу. Значит, вот сейчас многие говорят о том, что нам нужно сохранять традиции, что они пропадают, что они нивелируются, что они корректируются, что они трансформируются и так далее. Но с другой стороны, хочу заметить, что традиция – это очень сильная, великая вещь, из которой практически невозможно выйти. Понимаете, о чем речь идет? То есть, если ты живешь в обществе, помните вот это вот выражение, то быть свободным от общества нельзя. То же самое можно сказать и о традиции. То есть, люди даже не подозревают, насколько они традиционны. Люди даже не подозревают, насколько они при всем своем желании могут просто не смочь выйти из традиции. Этого делать и не надо, потому что традиция помогает жить все-таки. Это определенная коллективность, это тот конструкт, который помогает нам находить в сложных ситуациях выход. Этот выход, он освящен веками, тысячелетиями, можно сказать. В сказках зашифрован своеобразный сакральный смысл жизни, информация, заложенная предками. Но исторические выводы через анализ сказочного материала делать сложно. Вы очень хороший вопрос задали. Можно ли через сказку увидеть какие-то исторические категории? Но вы сами знаете, что исторические категории – это прежде всего документы или хотя бы какие-то документальные повествования либо человека, который в этой традиции вырос, либо человека, который наблюдает за этим народом со стороны. Да? У нас есть древнегреческие свидетельства, у нас есть древнеармянские свидетельства о том, кто мы такие, да? Наш народ описывался неоднократно, да? Это письменные источники, которые хранятся и так далее. У нас с письменными источниками, вы знаете, проблемы. На данный момент найдено только 4 аланских источника средневековых. Вот. И такие, как сказать, систематическая запись и описание нашей истории, она либо исчезла, и, скорее всего, исчезла, не может быть, чтобы существовало государство, не было описания истории, да, вот, либо еще каким-то образом до нашего времени не сохранилось. Вот. Поэтому, конечно же, вот в этой непростой ситуации фольклорные источники становятся и историческими документами своего рода. То есть фольклором сейчас пользуются
абсолютно все гуманитарии, начиная с археологов и заканчивая литературоведами. По поводу истории в сказке и мифологии, естественно, вот понимаете, вот такие прямые перпендикулярные выводы из сказки делать достаточно сложно. Но изучать сказку как материал, прежде всего мифологический, мы обязаны потому, что именно через мифологию мы можем протянуть эти ниточки, которые связывают наших предков со своими потомками, которые не всегда проживают сейчас в Осетии. И вот привожу пример. Например, Тимина Туаева вместе со своей группой, она побывала в Монголии, они нашли там асутов. Асутами монголы называли аланов или асов. 800 лет назад, в 1220 году, монгольский полководец Субэдэй завоевал Кавказ и привел на свою родину 10 тысяч аланов с семьями. Могущественный и воинственный народ пригласили на военную службу. По мнению монгольских ученых, аланы вошли в состав императорской гвардии, включая ее особо элитную часть – гвардейскую стражу, личную охрану императора. Со временем стали частью правящей элиты Монгольской империи Юань и практически ассимилировались. Авторы документального фильма «В поисках асутов» попытались найти следы аланов в современной Монголии. Вот это сними, вот полностью, а это большими, вот написано асут, вот, а здесь вот где размещение, вот, и вот это размещение. Вот это. И вот Два это. места, да? То есть в двух 3 местах. Вот еще немножко. Мы были в поселениях асутов и знали, что они иноземного происхождения. И более того, мы, монгольские ученые, с уверенностью утверждаем, что асуты – это осетины. Это взято не только из первоисточника, сокровенного сказания монголов. Но это утверждают очень многие ученые, японские, австралийские. В очень многих научных, специально-исторических, научно-исследовательских источниках встречается слово «асут», и в которых утверждается, что асуты – это осетины сегодняшней России. Находясь среди монголов на протяжении нескольких веков, асуты полностью утратили родной язык, религию и культуру. Сегодня они осознают себя монголами, однако предания, сохранившиеся в народе, свидетельствуют об их происхождении. То есть они уже не помнят, что они, к сожалению, что они осетины, но значит, через материал, через фольклорный материал, который они там в небольшом количестве рассказали на камеру в этом фильме, я поняла, что у них сохранились мифологические конструкты. Например, Асутка рассказывает, что их семейная родовая легенда говорит о том, что их предок был герой. Осетины были воинами абсолютно везде, где они только появлялись. Я имею в виду, это была их социальная вот принадлежность такая. Ну, понятно, что мы воинский этнос, и, как правило, мы попадали в другие места тоже, следуя вот этой нашей воинской функции. Так вот, значит, она рассказывает, что мой предок герой, и когда пришел час его смерти, он встал на пестрого коня и умер стоя. Незаметно главное. Да. Такое предание. Вот ее, вот у Пямбы бабушкина бабушка, 13-летняя, она переехала вот с Сергеленцом. И вот такое предание, что вот они князя засунули в колодец, не убили. Просто закрыли в колодце, а сами взяли скот, все покрутили в кибитке и переехали сюда. Вот они были очень таинственный народ, их очень ценили, просто так не отпускали. Но они, люди-кочевники, не хотят на одном месте удержаться, вот они жили в внутренней Монголии. Не отпускали, потому что это очень ценные охранники, очень ценные. Нельзя вас отпускать, тогда хан что мне скажет? Не ты. А очень много скота имеет, очень воинственный такой герой, и он умер стоя. Да. И на пестром коне Талым Баттер умер стоя. Но человек вот стоя умер, какой он смелости. И Бог Хан, Бог Хан, он ему в награду. Вот эта местность,
подарил ему и сказал, что вот бери свой род и поселяйся здесь. Совершенно потрясающий мифологический конструкт, который говорит о том, что вот этим действием их предок обозначил вертикаль. Вертикаль – это очень важная мифологическая категория мифолого-религиозного сознания – осетин. То есть это и обращение к Богу. Вертикаль у нас превалирует над горизонталью и прежде всего обозначает наше отношение к верхнему миру. Во-первых. Во-вторых, значит, пестрота этого коня, она тоже очень важна в данном случае. Это мифологическая тоже категория, которая очень часто встречается в нашей волшебной сказке. Именно в волшебной сказке. Хотя, может, и в нартовском эпосе, конечно же, пестрый конь тоже встречается. И вот получается, что вот эти мифологические конструкты, они помогают нам наводить вот эти связи, видеть вот эту связь через века, можно так сказать, и продолжать уже исследования в определенном направлении. То есть это как бы маяки для нас. Вот эти мифологические конструкты и категории, это для нас маяки. Правильно ли мы идем вот на нашем пути исследования этого материала? Часто именно фольклор служит единственным историческим источником, в котором художественно отражены важнейшие этапы жизни народа. Он помогает составить представление о мировоззрении и психологии людей. Потому что на протяжении многих веков был своеобразным неписанным учебником жизни, передающим из поколения в поколение житейскую мудрость и философию. Так получилось, что у нашего народа это основной источник по истории, этнографии, по многим отраслям гуманитарной науки. Поэтому так важно исследовать его подробно, относиться к нему трепетно, а самое главное – фиксировать. И я продолжаю вот эту вот славную традицию наших собирателей и фиксаторов фольклора. Собственно говоря, любой фольклорист должен собирать фольклор. Это его насущная обязанность. Понимая значимость этой работы, я вот уже 30 лет собираю осетинский фольклор. Мы неоднократно выезжали в горные районы нашей республики. Практически все ущелья нами исследованы, зафиксированы. Другое дело, что такая работа должна проводиться ежегодно. Не всегда это получается, особенно вот в последнее время. Кроме того, мы выезжали в Турцию и опросили нашу эмиграцию, которая 150 лет покинула свою историческую родину, в городах Стамбул, Анкара и в селах, в дегорских селах, в дегорском селе Пойразлы, в иронских селах Байлык и Карабаджак. Это те села, которые до сих пор сейчас существуют на территории Турции, там проживают осетины, вот, которые прекрасно говорят на осетинском языке. И большой удачей было то, что они сохранили сказочную традицию очень хорошо. Я не знаю, как им это удалось. Видимо, традиция законсервировалась. Дело в том, что сказочной традиции сейчас активной как таковой у нас уже нет. К сожалению, собственно говоря, как и исполнение нартовских сказаний. В их естественной среде у нас тоже уже нет. Вот. Видимо, нужно возрождать вот хотя бы исполнение нартовских сказаний, это будет очень здорово. Не раз говорилось об угрозе глобализации, стирающей индивидуальность, неповторимое сочетание отличительных черт народа, которые формировались столетиями. Поэтому изучение этнокультурных традиций, всех локальных особенностей сказочной и несказочной прозы – это ценный вклад в сохранение многообразия человеческого сообщества. И вот в последнее время к фольклористам, к историкам, к этнографам часто обращаются с такой просьбой унификации осетинского материала. Более того, эта унификация должна касаться наших субэтнических групп нашего народа. Это дегорцы, это южане наши, а если глубже посмотреть и подробнее, то это и олокомцы, и ксанцы, и так далее. Да? То есть мы понимаем, что наша культура состоит из множества локальных вариантов. То есть фольклорный материал от села к селу будет разниться в каких-то мелочах, в каких-то деталях. Не нужно этого делать, не нужно унифицировать материал, не нужно унифицировать обрядность. У нас уже минимум 10 книг, которые попытались унифицировать осетинский обряд, описать его, но это уже 10 вариантов. Вот это благое намерение сохранить традицию осетинскую, древнюю, все-таки должно у нас сопровождаться знанием этой традиции, глубоким знанием этой традиции. И прежде чем возрождать этот обряд, реконструировать обряд какой-либо, нужно обязательно ознакомиться
не с одним даже источником, а с множеством источников, которые у нас есть, обратиться к фольклористам, для того, чтобы фольклористы вам разъяснили и этнографы суть каких-то символов, смысл символов. Это необходимо сделать для того, чтобы этот обряд уже был передан нашим потомкам в относительной чистоте именно смысловой. Потому что дети на них растут, дети все это наблюдают, детская память очень хватка, она запоминает буквально мелочи. Эти дети с этим вырастут и понесут это все дальше уже в трансформированном, искаженном виде. К фольклору все больше обращаются взоры специалистов разных отраслей науки и искусства, а также тех, кто своей бездоказательной системой взглядов на реальность и историю, своим богатым воображением старается исказить или подменить настоящие знания, претендуя на научность. Обещая дать людям быстрые ответы на вечные вопросы, такие псевдоученые на деле осуществляют большой обман под видом просветления. Это опасно, потому что, усваивая ложные представления, человек получает искаженную картину мира. Еще хотела провести разницу между все-таки исследователями сказки, знатоками вот нашего фольклора, сказковедами, мифологии осетинской и эзотериками, которых достаточно много сейчас и которые называют себя научными деятелями и вещают, что называется, на достаточно широкую публику. Очень серьезные вещи они на самом деле затрагивают. И не всегда слушатели могут увидеть разницу между человеком, который долгое время занимается наукой, знает это все хорошо, и человеком, который нахватался этих эзотерических знаний, которые, конечно же, тоже важны, но это совершенно другая область знания. То есть наука и эзотерика – это разные области знания. Они по-разному препарируют исследуемый материал, они делают разные выводы. И мне кажется, все-таки нам в своем мировоззренческом развитии нужно основываться на нашем родном фольклоре, а не на эзотерических знаниях, которые, возможно, правильные, но существуют на основе какой-то совершенно другой системы другого народа. Нам нужно продолжать нашу традицию нашего осетинского народа, нашу алано-осетинскую традицию, если хотите, скифа, сармата, алано, осетинскую традицию взглядов на мир. Она нас ни разу не подводила, возможно, она нас спасла, когда после разгрома алан монголо-татарами мы зашли в горы. Более того, когда мы зашли в горы, те горские алан, которые сохранились вообще, живыми остались, они зашли в горы. Естественно, они зашли, перенеся туда свои мировоззренческие конструкты. Эти конструкты сохранились, законсервировались. И когда через 300 лет Осетия присоединилась к России, мы, естественно, эти же конструкты, может быть, в слегка трансформированном виде, мы перенесли уже на равнину. Продолжаем эту традицию славную. Более того, нам помогли ее зафиксировать внешние силы, мы сами ее зафиксировали. Таким образом, говоря, допустим, о той же волшебной сказке и нартовском эпосе, самых крупных жанрах осетинского фольклора, мы можем сказать, что наши тексты – это тексты с давностью полтысячелетия. Это точно. Именно этот момент консервации 300 лет в горах помог нам сохранить эти тексты. Послания в символической образной форме способны затронуть самые глубокие чувства. Именно сказки учат быстроте мысли, постоянству, правильному выбору, законам справедливости, отваге, выдержке, трудолюбию и нередко становятся своего рода ориентиром в решении жизненных проблем. Они разные, и в этом их прелесть. У меня вся сказка любимая, и это моя беда, потому что хочется заниматься и этим сюжетом, и вторым, и третьим. Но подробно я рассмотрела уже достаточно много сюжетов. У нас хороший пласт богатырской сказки. Там, где герой совершает подвиги, в основном он борется со змеями и великанами. И обязательно у этого героя должен быть конь, оружие. Эта разновидность волшебной сказки называется богатырской. И у нас очень солидный пласт в нашей волшебной сказке этой богатырской сказки. Хотелось бы ей заниматься. Сейчас у нас есть такая аспирантка, которая будет заниматься богатырской сказкой, я ее руковожу. Теперь, я рассмотрела подробно сюжеты 545В «Кот в сапогах», 313 «Чудесное бегство».
Вот. И я рассмотрела сюжет «Красная шапочка» на материале осетинского фольклора, но еще не опубликовала эту статью, это тоже очень интересно. Амур и Психея очень хорошо у нас представлен в нашей сказочной традиции. Он тоже требует отдельного исследования большого. Хотя бы книжки такой, монографии. Вот. Так что я бы каждому сюжету нашей осетинской волшебной сказки посвятила небольшую или большую книжку. И это возможно. А к этим исследованиям я бы приложила все тексты, которые, значит, в рамках этого сюжета возникли в нашей сказочной традиции. Их бывает достаточно много. Еще у нас очень интересно есть герой Фаныкуш. И вот ему тоже посвящено много текстов в нашей сказочной традиции. Они зафиксированы великолепно и частично переведены на русский язык. То есть их можно уже публиковать параллельно с переводами на русский язык, эти тексты, чтобы они были понятны и людям, которые не владеют осетинским языком. По мнению доктора филологических наук Дианы Сокаевой, каждый сюжет осетинской волшебной сказки достоин отдельного глубокого исследования. Этот фольклорный жанр, включая в себя осетино-славянские, осетино-германские, осетино-индийские и другие параллели, через многообразные символы и метафоры рассказывает историю становления народа, не отказываясь от венценосной идеи победы добра над злом. В иносказательной, а не декларативной форме обосновывает правильный выбор. Осетинская волшебная сказка многосоставная и затрагивает разные пласты древней духовной культуры. Не случайно она вызывает интерес у исследователей разных стран. Осетинскую сказку непременно нужно изучать. К ней есть огромный интерес со стороны индоевропеистов и сказковедов, которые занимаются индоевропейской сказкой других народов. И таких схождений и взаимоинтересов очень много по поводу сказки возникает. Это раз. А во-вторых, имея в виду то, что наша сказка и есть осетинская мифология, практически в чистом виде, мы должны ее исследовать именно с точки зрения вот этих древних основ и конструктов. Это уже немножечко другая область исследования, все-таки мифология и фольклор. Это две разные области, две немножко взаимосвязанные, но немножечко разные плоскости существования словесного текста. Вот. Но вот, допустим, профессиональному мифологу нужно знать, конечно же, уже и древние памятники индийской словесности, такие как Ригведа, Махабхарата. Нужно знать обязательно Авесту. Мы иранский народ, поэтому нужно знать нам параллельные иранские памятники, в частности, письменные памятники. И тогда мы будем уже добиваться совсем других результатов. Сказки – это духовный потенциал народа. За их схемой скрыта глубокая философия, накопленная опытом народная мудрость, передаваемая из поколения в поколение. Очень важно сохранить их для потомков. Мы все-таки тот народ, который выжил в трудных условиях, в горных. Мы смогли выжить и смогли сохранить свой фольклор и язык. И как бы этот фактор должен нас в данной нашей сегодняшней ситуации мотивировать на то, чтобы ни в коем случае не растерять то наследие, которое мы сумели сохранить, наши предки сумели сохранить, а мы как потомки этих предков. Мы не имеем права бездумно это расходовать, транжирить, не передавать нашим потомкам. Просто не имеем права. В мире увлекательных, чудесных сюжетов осетинских волшебных сказок характер народа, его духовность, заповеди, знания, прекрасные традиции и самобытная неповторимая культура. В них история, не потерянная во времени и пространстве. Все это позволяет сказке быть привлекательной и актуальной в наши дни, спасаться от гибели забвения.